Ефір АТР триває. Я Катерина Вишневська і найближчу годину про все, що стосується окупованого Криму та материкової України. Тож робіть АТР гучніше, бо нам є про що розповісти. Елеонору Бекірову призначено радником омбудсмена. За що відповідатиме кримська татарка? У Криму черговий обшук у кримського татарина. Окупант залякує народ. Москва зумисно заселяє Крим росіянами. Для чого? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 21-ї години задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю нашого гостя, Сенавер Кадиров, учасник національного руху. Добрий вечір. Вечір добрий. Доньку звільненого політв'язня Едема Бекірова Елеонору призначено на посаду радника омбудсмена. І саме зараз вона із нами на прямому зв'язку. Елеонора Ханим, вітаю, як нас чути? Добрий вечір, хорошо слышу. Елеоноро, перш за все, хочу привітати вас з призначенням на таку відповідальну посаду. Дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, про задачі, які стоять першочергово на цій посаді перед вами, перед новопризначеним радником. Вы знаете, за 9 месяцев борьбы за моего отца Эдема Бекирова жизнь существенно поменялась. Мне было очень тяжело, так как тяжело сейчас тем, кто находится в Крыму и страдает от российской власти. На сегодняшний день 86 крымских татар находятся в российских тюрьмах и преследуются за свою гражданскую и религиозную позицию. Около 200 детей остались без отцов. Я, как никто другой, прочувствовала эту боль людей, которые нуждаются в защите. Поэтому сегодня я присоединилась к команде людей, которые будут защищать наших украинских граждан. Елеонора, а щодо завдань, які перед вами стоять, от що будете, які задачі будете вирішувати? Заниматься в первую очередь это кейсами крымских татар, которые находятся в Российской Федерации. Также мониторить, то есть заниматься мониторингом условия содержания, состояния здоровья, оказания медицинской помощи, наблюдение за судебными процессами. То есть я приложу максимум усилий, чтобы каждая семья смогла также обнять своего отца, мужа, брата. Это те эмоции, которые должна прочувствовать каждая семья. Дякую і бажаю вам успіху на цій посаді. Елеонора Бекірова, новопризначений радник уповноваженого з прав людини, була з нами наживо. Сенавер Ага, як вам це призначення? От наскільки важлива ця посада зараз у наших реаліях? Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Думаю, это назначение действительно есть посыл для Крыма, что те политзаключенные, граждане Украины в Крыму, не останутся вне тех списков, если будут, скажем, подготовлены эти списки по обмену заключенных и полоненных, скажем так, да? По крайней мере, со стороны Украины они будут включены в список. А как будет проходить сам процесс, это, я думаю, что уже связано даже не с представителем президента и его, скажем, офисом, а в целом с политикой государства и деятельностью международной общественности в отношении Росії. Ну, от якщо взагалі говорити так про цю посаду, що радниця, яка займатиметься суто питаннями захисту прав кримських татар, от наскільки це було важливо, чи дійсно ми не затягли от в данном случае немножко, знаете, наверное, неправильно говорить по защите прав крымских татар, а просто в данном случае она помощник омбудсмена, в ее сферу отвели вот этот вот кусок, который называется Крым, и со всеми этими политзаключенными
заключенными, которые находятся в Крыму. Ну, в будь-якому разі Да. буде ділитися досвідом і допомагати. Однозначно, однозначно. Так, Да. і до теми наступної, бо в окупованому Криму затримали кримського татарина Нарімана Абляєва. Після допиту силовики окупантів його відпустили. Зараз з нами на зв'язку адвокат Назім Шейхмамбетов. Назім ага, вітаю, як нас чути? Доброго вечора, добре чути, дякую. Салям алейкум, снайра. Алейкум салям. Назім ага, що зараз відомо? Для чого затримувались? Чому прийшли з обшуком? І що зараз от з затриманим? По просьбе моего доверителя я буду максимально обтекаемо говорить и информацию предоставлю исключительно общую. Значит, да, действительно, сегодня в доме Наримана Абляева был проведен обыск. Вот, после чего он проехал вместе с сотрудниками МВД, это Центр по противодействию с экстремизмом, город Симферополь. Вот, потом провели с ним, значит, беседу, опрос, допрос. Однозначно я сейчас сказать не могу, поскольку не владею информацией. Вот, она продолжалась там около часа, можно сказать, может больше, можно меньше. После этого его отпустили, не предъявив никаких обвинений. По нашей информации, данные мероприятия были проведены в рамках некоего уголовного дела, вот, которое возбуждено в отношении, если я не ошибаюсь, родственников Абляева, которые находятся за пределами Крыма, которые на территорию Крыма заехать не могут. Ну, якщо я правильно розумію, то це вже не перший далеко випадок, коли людина ось так зникає, а потім з'ясовується, що вона була в цей час на допиті у силовиків за деякий час. Да, к сожалению, такая практика имеет место, и она достаточно широко распространена. Мы фиксируем порой, когда в местах компактного проживания крымских татар приезжают силовики, в нескольких домах проводят обыски или обследования в рамках какого-то возбужденного уголовного дела или в рамках какой-то жалобы от неизвестного лица. После чего в нескольких домах проходят обыски, якобы под видом поиска оружия, наркотиков и запрещенной литературы. После этого, возможно, бывали случаи, когда кого-то с собой забирали, но после этого отпускали. Вот такая практика есть. Дякую. Назим Шейхмамбетов, адвокат, був з нами наживо зі студією Синавир Ага. От дійсно, якщо говорити про цю тему, яка дійсно болюча і яка дійсно дуже часто, на жаль, спливає, так? Я бы конкретно обшуки. сейчас об этом бы хотел. Ну, мы не спросили, но вообще-то на надо жаль, так, ми не поинтересоваться, все можемо. что изъяли в результате обысков. И потом, как я понял, из информации... Наскільки ми володіємо інформацією, Да. нічого не вилучено. Из информации адвоката тоже не допустили, да, и даже он употребил такой опрос, допрос, то есть здесь я понял так, не было допроса, но была беседа, в результате которой, наверное, его где-то предупредили, чтобы он об этой беседе сильно не распространялся. В данном случае это может быть, знаете, это так называемые, да, превентивные меры. Мы же знаем, что вот эти вот в основном все эти аресты и обыски, кроме всего прочего, носят такой вот характер запугать население. И когда есть малейшая возможность кого-то привлечь, будем говорить, он где-то проходит по спискам Хизбут Тахрир, к примеру. Уже есть основания его, как бы, опять-таки в кавычках, да, привлечь к уголовному делу и в результате этого дела осудить. А если даже нет, то
как здесь говорится, да, по делу некому делу, его родственника и так далее. Ну, почему, собственно говоря, не провести очередной рейд, да, где в округе уже, ну, люди знают, что, скажем, вот еще одна семья попала под наблюдение и так далее. Ведь все это направлено на то, чтобы действительно воздействовать на население, в первую очередь на крымских татар, которые они рассматривают как потенциальной угрозой для, скажем, своего существування в Криму. Ну, знову ж таки, з того, що ми бачимо, ну, не можна сказати, що ці спроби ефективні, чи я помиляюсь? Ну, давайте будем говорить так. Говорить, что совсем неэффективно, наверное, неправильно. Да? Все равно нужно признать, что какая-то часть населения, в общем-то, находится в подавленном состоянии. И потом, когда нет альтернативы, что предложите? Ведь их задача в результате все-таки выдавить, чтобы люди добровольно покинули Крим. До речі, щодо цієї теми, Росія заселяє Крим росіянами. З якою метою та в якій кількості, в ефірі телеканалу ЄТВ розповів постійний представник президента у Криму Антон Кореневич. Это то, что называется практика государства-оккупанта, когда оно замещает население оккупированной территории своим населением для того, чтобы изменить демографическую карту этой территории. То есть Российская Федерация, по данным в докладе обозначены цифры больше 140 тысяч граждан Российской Федерации, которые переехали на временно оккупированную территорию Крыма, да, начиная со времени оккупации. И, безусловно, это есть серьезное нарушение. Более того, кроме того, что это, собственно, нарушение Женевской конвенции, безусловно, 4-й, которая защищает гражданское население во время войны, это еще и, по сути, военные преступления по смыслу 8 статьи Римского статута Международного уголовного суда. То есть тут мы можем говорить и об ответственности России как государства за такие действия, и о возможной в будущем уголовной ответственности тех граждан Российской Федерации, которые принимают такие решения. Но, безусловно, это замещение, оно имеет целью как бы одно, это изменить состав населения Крыма, для того, чтобы там было больше людей, которые, ну, скажем так, являются сторонниками действий оккупационной власти. Ну, от, власне, які наслідки таких дій окупанта можуть бути? Вы знаете, я бы все-таки еще добавил бы информацию в части граждан Украины, которые переселились в Крым после того, как образовались так называемые ЛНР, ДНР. И еще до ЛНР и ДНР, когда, скажем, Крым объявили субъектом Российской Федерации, мы обратили внимание, очень большой поток граждан Украины с востока и с юга Украины направились в Крым, но уже в российский Крым, как бы в Россию. Так вот, меня эта категория больше беспокоит по одной простой причине. Давайте рассматривать такую ситуацию. Крым возвращается в состав Украины, или же, скажем, пришли к такому, остановились на таком варианте, что проводится, скажем, новый референдум, но участники данного референдума исключительно граждане Украины. И вы знаете, вот как раз-таки эти граждане Украины, которые приехали в Крым, но уже в российский Крым, да, они ехали как бы в Россию. Меня они больше настораживают, потому что граждане России, мы знаем, они сразу уедут, и маловероятно, что кто-нибудь из них решится остаться, потому что, ну, во-первых, законы государства не позволят и так далее, их просто выдворят. А вот с этими будут проблемы. И поэтому, знаете,
неоднократно мы поднимали этот вопрос. Всем этим процессам в альтернативу или, скажем, как контрмера, это исключительно единственный вариант. Это принятие закона о статусе крымско-татарского народа как коренного народа Крыма. И это поставит очень большую точку над всеми теми другими сценариями, под которые могли бы использовать вот это вот население, которое завозят. Ну, а взагалі, якщо так говорити про цю практику окупанта, заселення своїми громадянами окупованої території, то чи можна цьому перешкодити, якось зарадити, якісь контрзаходи? Давайте будем говорить так. Тогда давайте акцентировать внимание на этом и постараться и резолюции принять, да, чтобы он принял резолюции о запрещении. Есть конвенция, мы знаем, и Римский статут, да, все это есть. Но давайте напоминать о том, что нарушается и конвенция, и статьи Римского статута, и принимайте, будьте любезны, принимайте новые, скажем, резолюции, в результате которых накручиваете новые санкции и так далее. Ну, знову ж таки, якщо говорити про це заселення росіянами Криму, то які тут ризики передусім для кримських татар, які живуть у Криму? Ну, во-первых, давайте будем говорить так. Здесь действия России, да, вот этот вот террор направлен на то, чтобы крымские татары выехали. Або не повернулися. Не понял. Ну, або виїхали, або ті, хто виїхав раніше, не мав змогу повернутися. Ну, кто раньше выехал? Выехали только те, которые выехали на материковую Украину. Да, это потенциально на данный момент они не въездные. Не въездные в силу разных обстоятельств. И в первую очередь, поскольку не беспечное их нахождение там, а вот что касается сегодняшней задачи, они, вы знаете, в вопросе, да, кому принадлежит Крым, все-таки последнее слово, согласно международного права, оно все-таки остается за крымскими татарами. Даже невзирая на то, что Украина как бы уходит от этого вопроса или старается уйти от этого вопроса, ведь мы не перестаем оставаться субъектами международного права как коренной народ Крыма. Более того, как народ, который подвергся репрессиям, да, тотальной депортации, в результате которой, кстати, упразднили нашу государственность в виде автономии на тот момент в Российской Федерации. После выселения субъекта данной автономии, то бишь крымских татар, просто автономия прекратила свое существование. И именно на этом нужно выстраивать свою тактику, когда дело касается о инструментах, международно-правових инструментах деокупації Криму. А от зараз давайте подивимося дуже цікаву статистику. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, як українці ставляться до Росії. Давайте подивимося на результати. Згідно дослідженню КМІС, 54% українців добре ставляться до Росії, 35% ставляться погано, 12% опитуваних важко відповісти на це питання. Ну, от як бачимо, ця статистика, вона не включає, звичайно ж, людей, які знаходяться на окупованих територіях. Якщо говорити взагалі про такі результати, 5-й рік війни, окуповані Крим, Донецька, ДНР і ЛНР так звані, теж так з ними зараз намагаються принаймні щось робити, якось вирішити це питання. 54% добре ставляться до Росії. Ваша думка стосовно цієї... которые не могут определиться, да? Так, як ні туди, ні сюди, так скажемо. Не бывает. Это, скорее всего, просто не решились ответить «да».
Я бы так. Это, конечно, очень тревожная ситуация, но я скажу, бороться с этим, вернее, не просто бороться, а упредить развитие, да, негативное развитие, негативное для, скажем, будущего Украины, ее независимости. Я думаю, все-таки государство недостаточно продумывает и использует те превентивные меры для того, чтобы этот расклад изменился в пользу тех, которые, в общем-то, видели бы или рассматривали бы Россию не как потенциального, а как реального врага независимости України і нашого з вами благополуччя. От тепер давайте подивимося, як росіяни зараз ставляться до України. Прошу графіку з результатами опитування КМІС. За результатами опитування КМІС, 56% росіян добре ставляться до України. 31% опитуваних ставиться погано. 13% респондентів важко відповісти на це питання. Так, це все-таки Левада-центр проводив це опитування. Як вам ці результати? Но они в соответствии, будем говорить, да, с теми посылами, которые время от времени делает Путин в российское общество, что украинцы, собственно говоря, братья, и мы чуть ли не один единый народ и так далее. То есть это все соответствует. Другое дело, что у нас, почему так, это... От, до речі, якщо б все-таки було включено це опитування, так, змоделюємо ситуацію, трошки пофантазуємо, якщо б дійсно при цьому опитуванні була врахована думка людей, які живуть зараз в окупованому Криму, чи були б ці цифри іншими? Нет. Я думаю, что как раз-таки число тех, которые ставятся прекрасно до россиян, как раз-таки увеличилось бы за счет того населения из числа граждан Украины, которые проживают ныне на оккупированной территории Крыма. Потому что на протяжении всех 20 с лишним лет независимости в Крыму по результатам выборов можно было четко определить пророссийское население и проукраинское население. Когда говорю проукраинское, сторонников независимой Украины. Об этом річ йде. Ну і отак дуже коротко, от попередні гості у цій студії висловили таку думку, що люди висловлювали добре ставлення до країни, а не до режиму. Як вам така думка? Чи можна тут розділяти мне країну сейчас і сложно режим? дифференцировать государство от режима в данном государстве. Это некая вот иллюзия, что к себе представляет Россию, она вот такая, но в реалиях вот такая, что ли, мне очень сложно представить. Ну, тобто, на вашу думку, розділяти тут, да, у у випадку вы цієї извините, країни как не вы можна? можете сейчас разделить Россию от того режима, который там есть? Ведь он поддерживается тем народом, который, в общем-то, населяет Россию. Другое дело, что, скажем, сегодня количество, скажем, противников этого режима может быть недостаточно высоко по сравнению с 91 годом, да, когда смогли. Вы извините, но и в 91 году те же россияне не совсем были большими сторонниками независимости Украины. Они были сторонниками независимости своей, но не Украины. Так, дякую. Синевир Кадиров, учасник
учасник національного руху, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати в нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, повернуся до студії за 20 хвилин. Поговоримо з Михайлом Волинцем, народним депутатом від партії «Батьківщина», та Тарасом Чорноволом, вже екс-народним депутатом України. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Сьогодні у Прайм Скрипін.